Вот, смотрите, вот так вот, знаешь, вот категорично стоит вопрос, выгодно, невыгодно, я бы не стал, да. Сама вот, если так просто судить, почему у нас появляются, да, какие-то вот споры. Мне так кажется, что вот мы до этого за кулисами каждый должен заниматься своим делом. Депутат законодательное творчество, если где его не хватает компетентности или специфического образования, должен привлекать специалистов, экспертов, внешних, внутренних, без разницы. Он качественно должен делать свою работу. Вот. Поэтому, когда вот, обсуждает народ, да, такую серьезную проблему, вот, я считаю, что я могу быть в качестве лица, когда изучается общественное мнение. Могу сказать, мне нравится, это как бы мнение. Но это не значит, что ты как бы в этом деле разбираешься, ты можешь выдать какую-то как бы, да, законченную мысль или идею, что она действительно хороша. Вот что такое апартамент, как я говорю, как я понимаю. Я сейчас, когда вот мы были, да, ну, вот президент собирал там представителей бизнес-кругов, вот с Москвы приехали, наши земляки приехали, но оно тоже как-то, понимаете, как было преподнесено неправильно. Ее посыл, вот какой он был извращен и ложно получили люди. Их пригласили, вот я как был в качестве, высказать свое мнение о проекте закона об апартаментах. А потом вылилось так, да, вот я смотрю во всех этих информационных ресурсах, как будто бы они приехали с Москвы с идеями, вот мы хотим построить апартаменты, мы будем строить, дайте нам как бы закон. Кому это выгодно было, почему так преподнесено было, как бы мне трудно на это ответить. Там пошли тоже нездоровые разговоры, они там не должны были. Мы не должны делить своих людей. Мы один народ, мы маленький народ. Я пример такой приводил, еще раз повторяю. Вот, после Великой Отечественной войны маршал де Голль, когда пришел к власти, он одним из первых законов издал закон о коллаборационизме. Вы знаете, Франция, которые сотрудничали, которые не сотрудничали, хотя он был, да, там движение антифашист возглавлял, и этот закон должен был вступить только через 60 лет. С какой целью он это? Сохранить единственное, чтобы не было деления людей. Ты их поддерживал, я не поддерживал, поэтому для нас очень важно единство нашего народа. А каждый, скажем, случай, много будет еще вопросов, использовать для еще большего разъединения, я думаю, это неправильный, неконструктивный подход. Сегодня, вот сказать, я за или против, я так не могу говорить, но сама идея, почему просто, да, рассуждаю как обыватель, не как специалист или кто-то. Смотрим, соседняя Грузия, везде, да, там апартаменты, особенно у них Батуми, там продается. Турция то же самое, Кипр то же самое. Там, скажем, весь мир, все развивается, как бы это элемент развития. Я как строитель, я могу вам сказать, что любое строительство, да, любой самый кумулятивный эффект, который имеет, это строительство. Вот не туризм, не что сельское хозяйство, это все заблуждение. Именно строительная сфера. Если даже, вот, скажем, посторонний человек судит о экономической возможности, экономической состоятельности государства, когда он проезжает по столице или по какому городу, сколько башенных кранов стоят. Что строится? Если строится, значит, тут жизнь идет, это двигается и так далее. Теперь сама идея порт-отелей, понимаете, можно по-разному преподнести. Я на встрече тоже сказал, да, закон можно применить и во вред, закон можно применить и в пользу. Все есть лекарство, все есть яд, разница в дозах. Да? Поэтому, если этот закон кто-то хочет использоваться для, скажем, бесконтрольного какого-то, да, строительства и так далее, конечно, оно принесет вред. Но если мы говорим о каких-то комплексах строительных, да, парк-отелей и так далее, современных, вот я так представляю, как современный комплекс, ЖК-комплексы, скажем, в Москве, как есть, вот даже топовая, да, раньше была Сталинка, так будем говорить, на Ленинском проспекте, да, квартира, если такая же квартира с такой же квадратурой, но в жилищном комплексе стоит 2 раза дороже. Потому что в жилищном комплексе там все, и школа, и детсад, и фитнес-клуб, человек, его как бы, да, вот это издержки минимизированы. Если мы преследуем
преследуем такую цель, да, строить, скажем, в тех регионах депрессивных, когда привлечь дополнительную рабочую силу, еще что-то, я в этом ничего плохого не вижу. Когда говорят о том, что вот, я никак не могу связать ее с демографией. Демография и апартаменты ничего общего не имеют. Когда его начинают вот сравнивать, скажем, с переселенстроем, тоже я не могу согласиться. Переселенство – это была другая политика, люди одного государства и так далее. Это сегодня, поймите правильно, тот, кто, скажем, в жилище вот будет жить в апартаментах, да, это он может использовать как офис, может семейный отдых, может приехать, уехать. Это человек, который не закреплен, скажем, стабильно здесь, да, или даже вот мы хотим, чтобы наши земляки из Турции, да, которые живут, наши этнические абхазцы, приехали. Но вы поймите правильно, он в трофейном доме или в хрущевке не хочет жить, он живет в современном государстве, в современных мегаполисах, да, там другой уровень жизни. Вот если ему соответствующие, да, вот сегодняшней современности будут квартиры, условия и так далее, они тоже с удовольствием купят. Вы посмотрите, в Сухуми сколько новых домов построили, и все покупают абхазцы. А? Чиновники. Ну и чиновники, понятно. Ну, чиновники – это у нас особая каста, поэтому ничего удивительного. Но вы понимаете как? Везде нужен профессиональный подход. Нельзя решать, скажем, я не могу на себя такую ответственность взять и говорить, это хорошо, это панацея. Нет. Я просто могу сказать свое мнение. Оно профессионально, непрофессионально, это должно быть… Вот когда на этой встрече были тоже много ребят, да, очень много интересных мыслей было. Кстати, один из вопросов, который волновал, вот который они сказали, ну, это как бы апартаменты могут построить дольщики. Да, там я вот собрал дольщиков, построил, они там каждый свой получают. А где гарантия, что этот дольщик соберет деньги, там залил фундамент и исчез на Канары или куда? Как от этого убежать? Как от других вопросов? Потом зонирование, где это будет строиться, с какой целью? Оно должно быть обязательно сопряжено с программой развития какого-то региона. Вот просто так партотели ради партотеля ничего не дает. Это должно быть, понимаете, как вот связано с нашим развитием. Вот я как его воспринимаю. Я не, как тебе сказать, я не такой вот сторонник, нам нужен партотели, да, может кто-то так понимает. Да. Но у нас, знаешь, еще один момент я стенал, у нас вот в Абхазии вообще третье мнение не принимается. Или ты должен быть оппозиционером, или ты должен быть провластным. А если ты свое мнение имеешь, ни тем, ни другим тебе не интересен, и все будут тебя потихоньку давить. Но иногда, если твое мнение коррелирует, скажем, с мнением оппозиции или власти, все, ты получаешь клеймо, он провластный или про такой. Я не про какой, я про абхазский. Я все время думаю, понимаете, вот сегодня, вот что меня, да, вот тревожит, скажем, я не говорю о том, что вот мы не стали носителем родного языка. Наши дети, вот в садик, вот внуки ходят, дети не говорят на абхазском языке. Я считаю, это трагедией большой. Мы в нашем абхазском государстве, за которое столько мы боролись, мы сделали наших детей не носителями родного языка. Это один момент, да? Вот, скажем, второй момент, вот посмотри, у нас 92% экономики – это 3 региона. Сухум, Гагра, Гудаутский район. А остальные 8% осталось на 5 регионов района. Это Гульрипский, Ачемчирский, Гальский, Тхварчальский и Сухумский район. 8%. Как их уравновесить? Как сделать там, чтобы развитие было? Вот какие проблемы, если это соответствует решению каких-то проблем. Если мы говорим о развитии каких-то депрессивных, вопросов нет. Я хочу высказаться по тем опасениям, которым вы, вот, конечно, людей же, вы понимаете, как людей правильно понимали, вот как бы не было, есть у нас какая-то внутренняя тревога у всех, да, у нас есть вот какие-то опасения и так далее, они правильные, обоснованные, но людям вот надо объяснить, да, если это, если это так, если это опасения действительно обоснованы, да, это тогда другой вопрос. Если мы как бы, да, это фобия, а не опасения, это другой вопрос. Поэтому тут зависит еще раз. Вот все должны, эксперт, вот что он говорит, законы и так далее, действуют ли законы на нашей территории, или закон мы такой примем, который исключает все эти риски. Риски всегда есть, но мы должны закон такой настолько рафинированный, что все эти риски минимизировать, если они не должны быть равняться нулю. Я как строитель вам говорю, вот смотрите, есть закон экономики, его никто не отменял, да, это закон сохранения энергии
энергии физики тоже. Чьи-то доходы обязательно чьи-то расходы. Или наоборот, твои доходы – это мои расходы и так далее. Сегодня я строитель, да, вот, скажем, ты имеешь бетонный завод, он имеет щебень, там, Валера имеет там строительный материал. Я пришел, построил, ты заработал, он заработал, а я построил актив, здание имею. А когда это я верну? Когда это мои деньги? Самые большие риски получаю я строитель, потому что я вложил в недвижимость. Недвижимость – это она, как вам сказать, даже если Аль Капоне говорил, значит, недвижимый рынок, да, это самый грязный бизнес, теперь представьте, что это такое, да, вообще в целом. Поэтому тут риски большие для инвестора тоже. Мы не говорим, что закон мы приняли, сразу к нам, если как вот уважаемый говорит, что если это под кого-то делается, это я с этим никогда не соглашусь. Но это делается для возрождения экономики и так далее, то, что строительство, это экономика дает, значит, наши вот, и карьеры заработают, и щебень, и цемент, и отделочный материал, и мебель. У нас в чем большая проблема? Да? У нас нет собственной валюты. От наличия денежной массы, которая у нас вот крутится, от этого зависит развитие экономики. Вот как бы это подсчитано специалистами, как бы экономика не была в тени, все равно 4% от теневой экономики, она съедает бюджет. Хочешь, не хочешь, как бы ты ни скрывал. Вот у нас вообще интересные показатели. Понимаете, вот любой такой современный экономист может расчислить лоб. Вот показатель такой, по уровню, по доходу на душу населения, вообще есть 18 показателей, да, там развитие государства, и 6 показателей, которые тормозит развитие. У нас вот эти 6 показателей присутствуют в полном объеме, чтобы вы знали. Сейчас у нас другая тема, я не буду на это отвлекаться. Да. Но по доходу на душу населения мы, по-моему, на 178 месте в мире. Зимбабве чуть-чуть отстает от нас. Но по расходу электроэнергии на душу населения мы 3-я страна в мире. Мы уступаем Японии и Сингапуру. Вот вам... Где деньги, Зинь? Вот, понимаете, да? Вот, поэтому... Но то, что у нас экономика... Поэтому, вы понимаете, как наша да, то, что у нас, да, то, что мы не готовы, это другой вопрос. Насколько мы будем готовы к этим вот всем вызовам, да, и так далее. Но без... Вот смотрите, самая большая опасность, я считаю, для нашего государства сегодня, что мы собственными силами формируем бюджет на 50%. Мы не можем, у нас в бюджете не заложено, в парламенте, у нас не заложено развитие. Вы понимаете, вот сейчас я был, так сказать, вот возьми школу, школьные, наши классы переполнены. Может ученик получить качественное образование в классе, где 42 человека сидят? Мы сами себя обманываем. Дети ходят в школу, теряют здоровье, кушают, что попало, опять теряют здоровье. А что мы им даем? Нам нужны какие-то резервы, нам нужно какой-то приход, денег. Но, чтобы вы понимали, я категорически против под видом апартаментов, если будут продавать наше вторичное жилье. То, что мы построим, то, что нам досталось, оно не подлежит никакой, значит, как бы продаже. Если инвестор пошел, построил на свои деньги, сделал, это другой вопрос. Там, да, можно рассмотреть первое, самое важное, я как понимаю, да, я на юридические тонкости не вдаюсь, я не знаю, это первое, это зонирование, грамотное, правильное, и второе, квотирование. Вот я считаю, если в Гудаутах 5 тысяч и, скажем, в Ачимчирском 5, это не, если в Гудаутах 5, там должно быть 15, да, я так. Эти регионы, более-менее, они укомплектованы. Вот есть другие регионы, ну, где новые, вы понимаете, вот даже вот в Сухуми, да, вот сейчас вот стройка одна, стройка вторая, ну, нельзя нам так везде застраивать. Это город с историей определенной, это город, который имеет, да, мы хвастаем, 2500 лет. Я считаю, любое новое здание, которое строится в Сухуми, это должно быть шедевром архитектуры. Это должно быть уникальное. Люди должны смотреть, куда мы... А мы строим типовые спальные какие-то. Это просто... Даже посмотрите, в каких топовых местах, какие дома мы построили. Это отношение. Но это не должно быть... Знаешь, мы говорим о плане. Мы это тоже должны говорить, но если что-то новое, если что-то мы можем извинить, дополнительный приток, да, инвестиций, капитала, то, что вы говорите, 300 миллионов, я с ним сразу согласен, это мизерно мало, но мы не знаем, о каком количестве идет. Но в среднем, я считаю, человек
человек, который здесь пришел, да, живет, так скажем, вот он живет просто, слушай, некоторые граждане России на Россию наплевать, не то, что на Абхазию, он хочет жить для себя комфортно, будет тратиться. Если, скажем, 10 тысяч человек живут и будут в день тратить 1000 рублей, это 10 миллионов в день, да, чистой денежной, это я беру по минимуму. Если экономическую часть посчитать, оно кроме эффекта ничего не дает. Но дальше есть другие риски, мы же не можем следить только экономические риски смотреть. То, что вот опасения есть, а как оно сработает, как оно это будет. Конечно, все это мы должны взвесить. Есть всегда, вот как в экономике, да, точка безубыточности, есть какое-то количество, которое минимизирует все риски. Скажем, вот такое количество, вот это можно. Это должны работать специалисты. Это даже, вот мы, знаешь, вот с Турции, есть же абхазцы, которые живут, имеют опыт, там, турецкий опыт не самый лучший. Они, если ты купишь там апартамент, да, или там виллу какую-то, ты имеешь право еще прописать 8 человек и получают гражданство, у них другой подход. Сейчас они пытаются отказаться от этого. Ну, пока оно работает, по крайней мере, реклама идет каждый день, там, и так. Раньше было 250 тысяч евро, сейчас стало 400, по-моему, евро. Ну, если ты купил, ты можешь 8 человек, членов семьи, там, вот, прописать и так далее, и получают гражданство. Ну, у них своя политика, это не образец, я как говорю. У каждого свой подход, у каждого свой подход. Но если мы говорим, если мы хотим этот закон принять для того, чтобы в Сухуми построить 5-6 домов, смысл в этом законе я не вижу. Но этот закон, прежде чем принять, да, для чего у нас парламент? Я опять еще говорю, каждый должен заниматься своим делом. Они должны профессионально подойти, обосновать, там есть комитеты, пригласить, я еще раз говорю, с Турции специалистов, которые знают, с Северного Кавказа, наши, пускай каждый независимый какой-то человек, они оппозиционеры или непровластные, вообще нейтральный человек, скажет, нейтрального человека люди воспримут. Меня не воспримут, потому что у меня клеймо провластный, скажем, да, и у другого оппозиционера, да, воспримут какого-то третьего, который будет действительно объективно рассуждать. И все риски, все за и против, известично. Если сейчас под видом, я вот так думаю, да, под этим видом там в Ачимчирах очень много пустых квартир, там много в квартире вообще пустеют, и под видом апартаментов, их начнут распродавать, ну это неправильно, это опять-таки мы вводим людей в заблуждение. Апартаменты в продажу, да, вот собственно, должно быть человек, который сам построил, вложился, понимаете, и тогда мы почувствуем эффект. А если все наши пустые квартиры раскупят, никакого эффекта не будет экономить. Мы будем иметь системные проблемы перманентного характера, пока мы не поменяем систему. Это важно. Я сейчас не хочу расшифровывать, что это система управления, система формирования власти и так далее, и так далее. Там куча законов, которые нужно нам менять. Второе. Государство, к сожалению, мы должны признать, не является собственником ничего. Собственник у нас непонятное лицо, лицо X, а государство выполняет роль нотариуса. Оно только оформляет сделку. Вот вы мне покажите, какой участок земли государство может передать кому-то в аренду, или кто-то получает деньги, государство как нотариус оформил, он тоже свои проценты, не государство, чиновник, государство ничего не имеет. Вот тоже возьмем объект, о котором вы говорили, да, сделка произошла, все знают, а где это? Поэтому мы предлагали еще в 2004 году, когда парламент пришел, я предлагал, там вроде бы нормально было, продавать не землю, а продавать право на аренду, чтобы государство с этой сделки что-то имело. Вот это идет кадастровая оценка. По нашим законам, да, без кадастровой оценки даже арендную плату на землю нельзя назначать, потому что арендная плата будет некорректна, но не соответствует стоимости земли. Этот вопрос не решается. У нас есть системные сбои, понимаете, которые нужно решать, но жизнь идет вперед. Мы пока это все проблемы решим, то, что сегодня актуально, завтра может быть не актуально. Вот сегодня актуально, кому-то интересно, да, апартамент, через полгода мы не знаем, оно будет, может, не актуально. Поэтому мы должны параллельно решать все свои вопросы, да, вот именно институционального характера, то, что у нас вот базово есть. Ну, я сейчас 1000 примеров могу привести, когда сделка государства произойдет по всем канонам, но пришел человек, говорит, это мое. И никто ему ничего не мог сделать. Значит, государство у нас не является собственником ни недвижимости, ни земли. Он просто оформляет как нотариус эту сделку.